Добрый день, уважаемые сограждане. Очередной выпуск из рубрики «Отчет министра» мы бы хотели посвятить нашим достижениям по назначению детских пособий Үй-Бүлөгі көмек. В октябре 2018 года, когда наша команда приступила к работе, мы начали активно встречаться с населением с тем, чтобы узнать, какие они проблемы испытывают при оформлении детских пособий, какие нужно внести изменения с тем, чтобы облегчить эти процедуры. Было высказано много претензий и нареканий со стороны населения. Эти претензии в основном касались того, что процедура абсолютно непрозрачная, что пособия детские назначаются неадресно с проявлением коррупции со стороны наших сотрудников на местах. Было высказано претензии по поводу того, что жителям отдаленных сел приходится ездить в районный центр с тем, чтобы собирать множество документов из других государственных органов. О том, что на эти поездки у малоимущих семей не всегда имеются средства. О том, что справки с государственных органов не всегда предоставляются бесплатно, то есть им приходится платить. И вот это все отрицательно влияло на то, что наши малообеспеченные семьи могли получить положенные детские пособия. Учитывая вот эти все претензии, мы начали проводить целенаправленную работу по обеспечению прозрачности, по снижению коррупционных проявлений, по обеспечению адресности этих выплат, а также по упрощению процедуры назначения, по сокращению количества справок. И в рамках реализации указа президента о цифровизации страны также была проведена большая работа. Министерством было сокращено 10 справок, которые мы получали с различных министерств и ведомств, с различных государственных органов. То есть нашим гражданам теперь не приходится ездить в районные центры за справками, выстаивать большие очереди и платить за эти справки определенную сумму денег. Сейчас мы добились так, что через систему Түндүк мы сами, наши сотрудники, в онлайн-режиме получают эти необходимые справки. Хочу привести одну статистическую данную. Если по системе Түндүк в 2019 году было, получено всего всеми органами около 3 миллионов справок, то из них 1 600 000 именно это были наши запросы. То есть 1 600 000 раз наши граждане не ходили в различные министерства, ведомства, не выстаивали в очередях, не платили за эти справки определенную сумму денег. То есть мы максимально упростили. И в результате нам удалось увеличить количество получателей детских пособий из малообеспеченных семей. Если в 2018 году, в октябре месяце, эти детские пособия получали 252 тысячи детей, то сегодня эти пособия получают 340 тысяч детей из малообеспеченных семей. Это нам удалось из-за проведения ряда мероприятий, в том числе и направленных на то, чтобы обеспечить прозрачность назначения этих пособий. Мы стали открыто вывешивать списки получателей пособия в общедоступных местах. Это в зданиях айлық үкіметі, почтовых отделениях, в зданиях ФАП и также электронно. Каждый гражданин сегодня имеет возможность получить информацию, кто получает детские пособия, у нас на сайте Министерства труда и социального развития. Данные вывешиваются ежемесячно с учетом обновлений. Кроме этого, с тем, чтобы наши граждане не ходили, наши в районные управления, мы дали возможность через наш сайт, через электронный калькулятор посчитать и получить информацию, имеют ли они право получать какие-либо социальные пособия. То есть на основании тех вопросов, которые указаны в анкете в этом электронном калькуляторе, каждый гражданин может посчитать, посмотреть возможность получения государственных социальных пособий и уже обращаться в соответствующее территориальное управление. При встрече с жителями новостроек и дачных участков
было высказано очень много проблем по поводу того, что жители нелегальных новостроек или дачных участков не имеют возможности получать гарантированные государственные социальные пособия. Проблемой всему служило то, что они не могли предоставить с места жительства справку, подтверждающую факт их проживания. В этой связи нами проведена большая работа, и 10 июля текущего года президентом подписан закон, согласно которому граждане имеют право получать государственное социальное пособие по месту обращения. При этом исключается норма, требующая предоставления справки с места жительства или с места прописки. Это позволит жителям наших многих нелегальных новостроек, многих дачных участков иметь доступ к гарантированным социальным выплатам.